Agama. Приглашая сегодняшнюю героиню на программу, я вдруг вспомнила эпизод из детства. Как однажды среди ночи я проснулась от жуткой боли в ухе, как плакала, и как бы была бы благодарна человеку, который избавил бы меня от этой боли. Хатуна Какуля, наша сегодняшняя гостья, врач-отоларинголог. Работает в республиканской больнице. Среди ее пациентов и взрослые, и дети. Мама 2 детей. Супруг тоже врач, уролог. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Агама». Добрый вечер, Хатуна. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, дорогие телезрители. Присаживайтесь. Спасибо. Хатуна, где вы окончили медицинский институт? Я в городе Ставрополе окончила Государственную медицинскую академию в 2004 году, и при этой же академии прошла ординатуру по специализации отоларингология. С супругом вы там познакомились? Нет, мы познакомились в городе Сухуми во 2-й городской больнице. Я проходила практику, и мы познакомились в отделении терапии с ним. Он тоже окончил медицинскую академию в Ставрополе? Да, он учился в Нальчике ранее. Он окончил в 99 году, поэтому стаж работы у него больше. Сколько лет работаете в республиканской больнице? Я работаю полных 2 года. Много молодых врачей в республиканской больнице? Наш коллектив весь молодой. Мы все молодые специалисты, но мы ждем пополнения. Обязательно. Это чтобы кадры наши возобновлялись и приезжали все, которые там остаются, пусть возвращаются. Вы считаете, что обязательно, если получить образование в России, то нужно вернуться на свою родину? Обязательно. Должны выполнить свой долг. У вас, я понимаю, что небольшое отделение. Сколько у вас врачей в отделении? Наше отделение развернуто на 20 коек, а всего нас 3 врачей. В такое время года с наступлением холодов число ваших пациентов, наверное, возрастает. Да, в осенне-зимний период, безусловно, возрастает число заболеваний лор-органов. Это связано с нашим климатом, с влажностью. С какими заболеваниями обращаются к вам? Это инфекционные заболевания, это острые респираторно-вирусные инфекции, ангины, и травмы лор-органов, лор-онкология. Много детей среди ваших пациентов? Да, безусловно, мы работаем с детьми. Какие советы можете дать родителям? Это избегать переохлаждения, как общего, так и местного переохлаждения. Это закаливание детей в летний период, витаминотерапия. Всемирная медицина стремительно меняется, появляются новые методы, новые препараты. У вас есть по этому поводу информация? Как вы получаете эту информацию и можете использовать на практике? Безусловно, мы пользуемся интернетом, читаем монографии, новые различные медицинские журналы выписываем и общаемся с коллегами из России. У вас есть диагностический аппарат? Как вы ставите диагноз? Мы исходим из жалоб больного, анамнеза заболевания, объективной картины. И диагностические исследования – это такие как лабораторные данные, рентген, диагностика, УЗИ и компьютерная томография. Какие операции вы проводите? Мы работаем с детьми. Это аденотомия, аденотонзиллотомия, тонзилэктомия. И работаем на перегородке носа, на пазухах, верхнечелюстной пазухи, гайморотомии. Если не вылечить даже простейшее воспаление уха, чревато последствиями? Да, к сожалению, если это будет гнойный процесс, то он может осложниться, переходя на слуховые косточки, на среднее ухо, и приведет к снижению слуха. Поэтому нужно обращаться за квалифицированной помощью. Маленькие дети часто падают, и не всегда родители придают этому значение. Это может иметь последствия?
Да, травма лор-органов встречается достаточно часто. Что касается детей, это у них чаще всего травмируется носик. Безусловно, нужно обращаться, потому что это будет связано с носовым дыханием. Если будет нарушено носовое дыхание, то, соответственно, будет и гипоксия. У нас принято лечить детей домашними средствами. Чаще всего это уринотерапия. Как вы к этому относитесь? Лично я положительно отношусь к народным средствам, но все равно считаю, что нужно обращаться за специализированной помощью. Пациент должен доверять врачу, известно. Естественно, такое доверие надо заслужить, наверное, результатом своей работы. Вы не боитесь ошибиться? Да, я согласна с вами. Здесь нужно добросовестно относиться к своей работе, любить в целом медицину, завоевать доверие пациента, внимание оказывать больному, проникнуть в его проблему. Среди ваших пациентов бывают тяжелые больные, которые трудно поддаются лечению? Никогда. Больной всегда, напротив, очень чутко относится к врачу. Вы советуетесь с супругом, когда надо принять ответственное решение, касаемое ваших пациентов, хотя у него другой профиль? Да, я советуюсь с ним, так как у него больше опыта работы, чем у меня. И всегда получаю грамотные советы. А он советуется с вами? Да, если необходимо, бывает, советуется по моей специализации. А дома, в кругу семьи, после работы, вы обсуждаете медицинские вопросы или все-таки стараетесь отдыхать? Бывает, что обсуждаем, когда это сложные ситуации, для того, чтобы, скорее всего, правильно избрать тактику лечения, чтобы не упустить время. Так вот. Говорят, врачам трудно лечить своих родственников. Почему? Потому что, да, есть такое, потому что они с недоверием, наверное, относятся, думая, что, наверное, где-то что-то упущено. Лучше. Наши люди поздно обращаются к врачам, когда, может быть, уже упущено время. Да, потому что занимаются самолечением. Встречаются такие случаи. И приходят уже, как правило, с осложнениями. И приходится больше времени затрачивать уже на лечение. А какие могут быть последствия, если запущена болезнь? Еще раз я хочу, чтобы вы предупредили наших телезрителей. Но если говорить о профилактике лор-болезни, это в первую очередь избегать переохлаждения, это закаливание организма и витаминотерапия. А чтобы избежать осложнений, то своевременно обратиться за медицинской помощью, так как грозные осложнения могут быть со стороны лор-органов. Наши органы расположены вблизи с головным мозгом, и через естественные соустья, к сожалению, патологический процесс может перейти на головной мозг. Были среди ваших пациентов тяжелые больные? Да, встречались тяжелые больные. Это с воспалением среднего уха, с осложнением носоцевидного отростка. Бывали такие случаи, носовые кровотечения, не поддающиеся остановке консервативными методами. В такой ситуации у врача должно быть холодное сердце и трезвый ум. В такой ситуации, чтобы не поддаться эмоциям, не переживать, надо себя держать. Да. Все-таки женщинам, наверное, это сложнее сделать, чем мужчинам. Нет, мы, женщины-хирурги, умеем держать себя в руках. Поэтому принимаем решения сразу. Хатуна, одев белый халат, вы меняетесь в характере? Да, наверное, я становлюсь более требовательной. Вам нравится ваша профессия? Очень, я очень люблю медицину и не представляю себя в другой работе. Кто больше занимается здоровьем детей, вы или супруг? Мы оба обеспокоены здоровьем всей семьи в целом, но, наверное, больше я уделяю внимание. Понятно. Как зовут детей, какого они возраста? Девочка Дана, ей 4 года, и сын Астан, ему 7 месяцев. Вы бы хотели, чтобы они стали врачами? Да,
наверное, больше мальчик. Я знаю, вы часто ездите с супругом в деревню. Вы любите заниматься физическим трудом? Да, мы каждые выходные ездим в деревню. Я лично нет, больше предпочитает супруг заниматься физическим трудом. Я наслаждаюсь природой, дышим свежим воздухом, отдыхаю с детьми. Мы продолжим беседу с вами через несколько минут. А сейчас, дорогие телезрители, короткая рекламная пауза. Не переключайте. Наша сегодняшняя гостья, врач Лор Хатуна Какуля, приготовит нам что-то вкусненькое. Всегда хочется чего-то нового, это новое мы хотим вам предложить. Особенная кухня, легкая музыка, приятная обстановка. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы продолжаем нашу программу, дорогие телезрители. Я вам напомню, сегодняшняя наша гостья – врач Хатуна Какуля. Хатуна, что это такое? Что вы нам сегодня вечером готовите? Я вам приготовлю сырную запеканку. Сырную запеканку. Перечислите ингредиенты. Ингредиенты. Значит, мацони, сливочное масло, манка и сыр тертый. Яйцо. Яйцо. Ну давайте, вы начинаете с яйца. Яйцо смешиваю с солью и взбиваю. Запеканка долго готовится? Нет, она готовится очень быстро и легко. Поэтому я очень люблю ее. Часто готовите дома? Да, мы любим всей семьей. Очень. Кто еще живет в вашей семье? Двое детей, ваш супруг Астамур, вы? И наша мама. Мама ваша мама? Нет, это мать моего мужа, супруга. Трудно жить со свекровью? Уживаться? Нет, вы что, она моя помощница. У нас незамечательные отношения. Она всегда со мной рядом, всегда поддерживает меня. Во всем мне помогает. У вас так вот, вы понимаете друг друга, это вот чья заслуга, ваша или все-таки ее заслуга? Наша совместная. Она очень лояльно ко мне относится. У нас вообще очень замечательные отношения. Никогда ни о чем не спорите? Нет, никогда. Я во всем с ней соглашаюсь. Вот видите, тут и есть ваша большая заслуга. Вот кто смотрит маленького? У вас няня? Нет, мама. Мама смотрит, бабушка. Вы говорили, что одевая белый халат, на работе вы меняетесь в характере. А вот дома какая вы? К детям строгая. С супругом уступаю ему. Ну и свой характер тоже при этом не теряю. Да, а что сейчас, вот что расскажите, что дальше делать? Сейчас нужно мацони погасить содой. Чуть-чуть соды добавим, чуть-чуть. Столечко. У советских врачей был такой имидж.
строгие были врачи. Вы к себе так, а вы как относитесь к своим пациентам? Ну, я бы вот так сказала. И к себе я требовательная и к среднему медперсоналу. А к пациентам более мягкая, чуткая. Стараюсь быть внимательной. Думаю, что это получается. Теперь что добавляем? Теперь масло. Чуть-чуть топленого сливочного масла. Все это перемешиваем. Да. Теперь Так, манку. Теперь манку. Вот манную крупу. По чуть-чуть ее будем замешивать до загустения. А вообще часто готовите дома? Нет. Ну, во сколько вы приходите с работы? Я где-то в 2-3 часа дня. Вот. А ваш супруг? Чуть попозже, где-то, да, к 3-4 он приходит. Когда нет дежурства, наверное. Ну, дежурство у них круглосуточное вообще. Тогда он забегает просто пообедать. Вот и что вы готовите ему на обед? Ну, он любит мясные блюда и национальную кухню. И подавай ему каждый день мамалыгу, фасоль, соленья. И он будет с удовольствием это уплетать. Сколько времени вы проводите у себя в кухне? Недолго. Быстро, по-быстрому. Да. А ваше любимое занятие? Домашние занятия? Наверное, на кухне все же больше предпочитаю, чем рутинной работой заниматься. Уборкой, глажкой, стиркой. А как вы отдыхаете? Отдыхаем, гуляем по набережной вечерами, с друзьями встречаемся, отмечаем праздники вместе с друзьями. И на выходные ездим в деревню. Там Возвращаясь вот к вашей профессии, почему вы стали врачом? И именно вот такую специальность выбрали ухо, горло, нос? Ну да, я еще раз подчеркну, что я очень люблю медицину. До того, как я поступила в мединститут, я еще окончила медицинское училище. И уже как бы была в медицине не 1 год. Вот, поэтому выбрала свою специализацию, так как я поняла, что мне нравится видеть результат своей работы, эффект от лечения. Вижу то, что лечу. Я сказала, я хочу быть лор-врачом, потому что осматриваешь органы, видишь их воочию, и, соответственно, и результаты лечения на глазах. Хатуна, а что вот врача делает хорошим врачом? Какие качества? Добросовестное отношение к своей работе, чуткое отношение к больному, уметь распознать ситуацию, избрать правильную тактику лечения, не упустить время. Это все это. Вы когда-нибудь ругаете своих пациентов? Только тогда, когда они нарушают больничный режим. Это последний этап. Да. Врачи, наверное, очень тщательно относятся к тому, что едят. Вот что вот вы готовите своим детям? Да, мы не любим в семье полуфабрикаты, мы всегда едим здоровую пищу. Что мы готовим своим детям? Это национальные блюда. Мамалыга, фасоль, мясо, фрукты наши, с деревни. У вас в деревне есть фрукты? Да, у нас там сад большой. Мы вместе всей семьей ухаживаем за ним. Ну, масса уже готова. Еще раз напомните, перечислите ингредиенты. Мы взбили яйцо, погасили мадзони соды, добавили топленого масла, смешали это все манкой до загустения, добавили сыр и теперь будем запекать. Вот теперь идем запекать. Оставайтесь с нами.
всегда хочется чего-то нового, и это новое мы хотим вам предложить. Особенная кухня, легкая музыка, приятная обстановка. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Наша запеканка готова. Спасибо, Хатуна. Очень пахнет вкусно, и я не сомневаюсь, что на самом деле вкус На хороший. здоровье. Берегите себя, берегите своих близких, будьте здоровы. До свидания. И на этом у нас все. Вы смотрели программу «Агяма», а я ее ведущая Анна Гуния. Вкусной вам недели. До свидания. Агяма.